Но в столице Сербии на этой неделе решали совсем другие проблемы. Они учили правильному взгляду на Россию. Точнее, учили не смотреть на нее вовсе, не слушать и не верить. Целая конференция была посвящена тому, как снизить градус пророссийских настроений на Балканах. Ну, действительно, задача ведь нелегкая, потому что интерес к России надо понизить, а желание идти в НАТО надо повысить. То, что Белград еще несколько дней назад стоял в антинатовских митингах, здесь как-то предпочли вообще не вспоминать. Главная угроза в этой части Европы выглядит так. Путин хочет забрать Сербию. Главное поколение, за которое сейчас надо бороться, это молодежь от 18 до 25 лет. И логика понятна. Они не помнят времен дружбы соцлагеря и не помнят Балканской войны. При этом люди, которые собрались поговорить об этой вот русской угрозе, похоже, сами так ее боялись, что даже в зал пускали не страшных журналистов. Однако наш корреспондент в Белграде, Катарина Лана, знает подробности этой встречи. В белградском отеле «Метрополь» проходит конференция, организованная посольством США, фондом братьев Рокфеллеров и Центром евроатлантических исследований. Заокеанские друзья решили открыть глаза сербам на дружбу с Россией. Западу давно не нравятся теплые связи между Москвой и Белградом. Мы решили спросить, почему сербам нужно считать Россию врагом. Но нашу съемочную группу в зал не пустили, сказали, места мало. Действительно, мероприятие получилось кулуарное исключительно для своих. В небольшом уютном зале за закрытыми дверями собрались евроориентированные балканские политологи, чтобы под присмотром старших западных товарищей обсудить, как сильно и дурно Россия влияет на Сербию. Достоверно известно, никого, кто мог бы думать иначе, на встречу не приглашали, а российских журналистов и вовсе отсекали на дальних подступах. Кадры, которые вы сейчас видите, предоставил нам сербский коллега. Ему удалось аккредитоваться на эту конференцию, правда, от западного издания, с которым он сотрудничает. Пройдя своеобразный фейс-контроль и убедив в своей лояльности организаторов конференции, Сергей Белоус понял, почему в зале ждали не всех. Типичная западная пропаганда, и причем с русофобским уклоном. Это не какой-то штамп, который сейчас употребил, это довольно-таки неопровержимая формулировка. А почему? Дело в том, что организаторы конференции и все основные спикеры открыто манипулируют фактами, они их просто передергивают, цитаты вырываются очень часто из контекста. Если верить выкладкам социологов, работающих в тесной связке с Центром евроатлантических исследований, 72% сербов не только не испытывают ненависти к России, но и наоборот, хотят сохранить с ней теплые связи. Но это в расчет не принимают, иначе как объяснить, например, навязчивое затягивание Сербии в НАТО? К слову, по данным все тех же социологов, которых никак нельзя заподозрить в симпатиях к Москве, Североатлантический альянс на данный момент пользуется авторитетом лишь у 7% сербов. Люди, заказавшие этот опрос, даже не пытаются скрывать, что полученные результаты вызывают у них панику. Но они, конечно, лучше знают, что для сербов хорошо, а что плохо. Мы видим, что влияние России в Сербии растет. Нас пугает это влияние. Оно порождает в обществе ксенофобные, гомофобные, одиозные, консервативные настроения, связанные с гаагскими осужденными. Так переиначивается история. А Сербии нужна евроинтеграция. Это будущее для нашей молодежи. Это другое качество жизни. Позволить Сербии самой решить свою судьбу? Нет, не слышали. Конференция начинается с настоящего унижения. Гостям предлагают почтить память погибших в Ливии сербских дипломатов, которых, между прочим, убили американские бомбы. И, внимание, цитата, «100 украинских борцов за свободу, которые были убиты режимом». Так погромщики с Киевского Майдана становятся героями нового мира. Протестующие против вхождения в НАТО народ Черногории агрессивными прокремлевскими маргиналами. Ну а сербские дипломаты, да, просто погибли. Такое бывает. Против Сербии и России идет информационная война, антироссийская и антисербская кампания. Это касается и событий на Украине, и в Сирии. Российская роль в этих событиях преподносится им в выгодном свете. Но проблема как раз в том, что в Сербии нет российского влияния, а неправительственные организации и структуры твердят, что оно существует. К сожалению, в Сербии влияние России минимальное. Нет русского телевидения и русских газет. Очень тяжело услышать голос с той стороны, только западные новости из западных источников. О том, какие настроения сейчас царят внутри страны, власти предпочитают не знать. На днях молодежь, о которой так пекутся западные покровители, освистала Майкла Девинпорта, главу Еврокомиссии в Сербии. Он пришел на встречу со студентами факультета политических наук в Белграде. Однако молодые люди оказали ему не самый радушный прием. Оккупация! Это не демократия, у нас нет выбора. Вы принуждаете нас, они уничтожают нас. Боритесь за свои права, оккупанты!
Впору задуматься и что-то поменять в своей политике, но не тут-то было. Наиболее активных студентов вывели из зала и отправили в полицию, после чего встреча продолжилась уже в полной тишине. Господину Девенпорту никто не мешал. Об этом не рассказывали официальные сербские СМИ, как и о том, что против интеграции НАТО на улице Белграда вышли десятки тысяч простых людей. Логика проста. Если нельзя назвать всех хулиганами и отправить за решетку, то проще сделать вид, будто ничего не было. Сербия встала на борьбу с оккупацией. В Сербии есть 2-3 СМИ подконтрольных режиму, несколько государственных телекомпаний и все остальное под контролем американцев и Евросоюза. Федеральные телеканалы контролируют американцы, Б-92, Н1, Перва и так далее. В Сербии настоящий медийный мрак. Журналист крупнейшего сербского издания «Политика» Мирослав Лазанский – один из немногих, кто получил приглашение на Рокфеллеровскую конференцию, но он не пошел туда из принципа. Цель самого центра и остальных пронатовских организаций – вытолкнуть Россию из Балкан, из Сербии, уничтожить малейшие признаки симпатии у сербов к русским. Сербское общество разделено на квазиинтеллектуалов и сербский народ. Поверьте, существует огромная симпатия и любовь у сербского народа к русским. Если бы завтра на выборах президента Сербии участвовал Путин, он победил бы. А квазиинтеллектуальная Сербия защищает западные интересы и спонсируется ими. На усиление позиций НАТО в Европе, безопасность Евросоюза, борьбу с агрессией против России американское правительство выделяет 3 миллиарда 400 миллионов долларов, что в 3 раза больше, чем в предыдущий год. Эти деньги пойдут на продвижение и формирование положительного имиджа НАТО в СМИ. И можно не сомневаться, значительная часть этих средств пойдет на оплату услуг журналистов, участвующих в антироссийской кампании. 90% сербов против вступления в НАТО. Но это ничуть не волнует власть. И то, чего Североатлантическому альянсу не удалось достичь во время войны в Югославии, с помощью 90 авиаударов, спецназа и военной техники, блок пытается сделать уже мирными способами, ведя бескровную войну за умы и души. А на войне, как известно, все средства хороши. Катарина Лана, медиацентр «Русский экспресс», специально для программы «Главное», 5 канал, Белград, Сербия.